Международный день людей с ограниченными возможностями отметили в теплом доме. Это такая тренировочная квартира для особенных подростков и молодежи. Приспособиться к самостоятельной жизни инвалидам непросто. Элементарные, на первый взгляд, вещи, такие как покупка продуктов или платеж по счетам, порой для людей с ограниченными возможностями целое испытание. О стремлении к самостоятельности Евгений Стокас. Скворечник своими руками вроде бы дело нехитрое, но когда понимаешь, что автор конструкции человек незрячий, кормушка предстает произведением искусства, не иначе. В этой столярной мастерской родились сотни работ. Подростки и молодые люди с ментальной инвалидностью, постояльцы теплого дома, с большим удовольствием берутся за дело. Это занимает, расслабляет, а иногда и деньги приносит. Работы спросом пользуются. Это обычные дети, тут надо подходить к каждому индивидуально. То есть у одного есть одни какие-то точки подхода, у другого другие. То есть здесь идет все индивидуально. Ну и за счет того, что все-таки вот группы, даже когда в технике, они идут малокомплектные, то есть вот это очень хорошо достигается. То есть больше можно уделять время каждому. Диагнозы разные, то есть и моторика разная. Вот. А так вот, с интересом они занимаются, то есть, тем более эти все наши изделия мы выставляем на ярмарке, вот, и они с этого еще как бы получают вознаграждение денежное. То есть это им приятно. Новогодние шары уже обтянуты бархатом, дело за украшениями. Ажурные нити и цепи из бусин требуют точных и мелких движений. Дядя Женя, так сам себя называет постоялец теплого дома Евгений Сафронов, такая работа по душе. Ручное творчество приносит большое удовольствие. Впрочем, есть у молодого человека и другие необъяснимые умения. Я знаю, что у тебя есть такое необыкновенное умение. Ты можешь определять, в какой день недели человек родился, правда? Правда. Вот я родилась 14 сентября 1992 года. В какой то недели? Понедельник. Тренировочная квартира «Теплый дом» – это такой трамплин во взрослую жизнь. Уже не школьники, но еще и не самостоятельные люди. Переходный период подросткам с ограниченными возможностями организация «Особое детство» предлагает провести именно здесь. Понимать ценники в магазинах, общаться между собой, элементарно приготовить себе поесть. Все это так просто, но не для них. Готовить еду, ходить в магазин, тратить деньги правильно, платить за коммуналку, например. Также у нас здесь 5 мастерских уже открыто. Сейчас мы открыли кулинарную мастерскую. До этого у нас уже работала столярная, швейная, керамическая, декоративные мастерские. Некоторые мастерские уже стали профессиональными. Цель всего этого действия, мероприятия сделать так, чтобы по возможности, чтобы молодые люди, когда выросли бы, не попали бы в дома-интернаты, чтобы они были максимально самостоятельны, максимально могли о себе позаботиться. Но пока мы с этой целью справляемся, пока мы видим очень хороший прогресс у большинства, подавляющего большинства молодых людей. Система работает благодаря грантам. По одному из таких ребята даже получают зарплату, как полагается, по договору, как помощники педагогов. Тренировочная квартира – это не только для самих инвалидов, но и для их родителей. Уйти от гиперопеки, поверить в своего ребенка и его возможности порой для родителей особенных детей – это одно из самых главных испытаний. Сегодня задача теплого дома – по максимуму развивать профессиональные мастерские, а в перспективе, пусть и не ближайшей, двигаться в сторону сопровождаемого проживания. Речь о полноценном обслуживании себя, людей с ограниченными возможностями, за редкой помощью педагогов. Евгений Стокас, Александра Головина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.